Широко известные песни чудно и необычно зазвучали в библиотеке имени Некрасова. Звонкое разноголосие обрамляли серебристые переливы хомуса. С национальным инструментом школьников и студентов познакомили сотрудники библиотеки совместно с преподавателями Алданского политехникума. Якутский народ издавна они уже научились играть на хомусе. И хомус считается варганным инструментом, который имеется у многих тюркских народов. Хомус является древнейшим инструментом народа Саха. На празднике гости прикоснулись к его истории и узнали, как рождается многозвучие. Кроме того, ребята показали умение создавать с помощью хомуса музыку и подготовили стихотворения и песни, в коих воспевается серебристый малыш. На хомусе я примерно играю уже 1,5 года. Не совсем профессионально, конечно, но стараюсь, делаю какие-то успехи. Ну, когда дело доходит до выступлений, конечно, страшно. Всегда вот мандраж какой-то присутствует, но все же хорошо у нас все проходит постоянно. Волшебный источник музыки, созданный самой природой, сохранил в себе первозданную чистоту и гармонию. И сегодня серебристые напевы инструмента продолжают наполнять духовной силой и животворной энергией. Охотник, когда-то пошел он в лес и услышал, как медвежонок сидит и чем-то она играет. Оказывается, это была щепетка, и медвежонок играл. И охотник, когда пришел домой, он прямо из дерева сделал себе хомус. Небольшой деревянный хомусик, и играл на язычком. Хомус способен издавать лишь одну ноту, которая передает огромное количество эмоций. С дыханием музыканта в маленький инструмент словно входит жизнь, донося до слушателей множество чувств. Интерес у современной молодежи к забаве предков растет. Этот инструмент, он помогает расслабиться, он снимает стресс, он снимает напряжение. Конечно же, желательно просто всем и каждому иметь этот инструмент дома и научиться на нем играть. В освоении хомус прост. Научиться извлекать резонансные переборы вполне реально за несколько дней. Между тем, постигать безграничные возможности серебристого малютки, раскрывая новые и новые грани созидания прекрасного, можно всю жизнь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.